Для культуры из семейства бобовых здесь отведено 20 гектаров. Соя на сегодняшний день одна из самых популярных агрокультур в мире. На этих полях Харун Булгучев возделывает сорт шама. Идея выращивать соевые бобы на территории Малгобекского района аграрию пришла в прошлом году. Помимо этих полей культуру возделывает еще на 20 гектарах другого участка. И это не предел. В этом озиме, где у меня было в этом году, я хочу посадить там сою в этом году. Смотря как у меня культура получится в этом году, планируем больше посадить площадь. Фермер делится, наведываться на поля необходимо каждые 3 дня. Перед посадкой сои почву пришлось хорошенько выровнять. Так требуют условия выращивания бобовой культуры, иначе и косить будет проблематично. Перед уборкой, если раз земля не будет ровной, вообще потери будет очень много. Вот они растут. Вот они растут. Они, если погода благоприятствует им, они дополнительно вот отсюда тоже растут. Харун выращивает и другие сельхозкультуры – ячмень, пшеницу, кукурузу. Однако соевые бобы считают более рентабельными. Так, цена за тонну пшеницы – 12 тысяч рублей, за сою вдвое больше. Она применяется как в качестве добавок, повышающих пищевую ценность, так и в виде самостоятельного продукта. В плодах этого растения содержится более 30% чистого белка. Питательные свойства сои неоценимо высоки. На нее даже делают ставки в деле решения глобальной проблемы голода. Соевые бобы содержат в 3 раза больше белка, чем яйца, и в 12 раз больше, чем молоко. Соя богата витаминами В1, В2, В5, В6, В9, С, минералами, а также незаменимыми жирными кислотами омега-3 и омега-6. Сам процесс выращивания соевой культуры не более затруднителен, чем посев кукурузы. Харун Булгучев сою не считает капризной, ему даже не пришлось ее орошать. Аграрий хоть и взялся за это дело впервые, но прогнозы и ожидания оправдались. Максимальный рост растения обычно достигает до 120 сантиметров, а здесь он составил более 80. Результатом Харун доволен. Ну, я не могу сказать, что она капризная. Конечно, надо за ним ухаживать вовремя, надо гербициды побрызгать вовремя. И обязательно смотреть, каждые 3 дня надо смотреть, потому что опасность есть. Есть сошки маленькие, они подрезают вот эти бобов. Оценить качество процесса выращивания сои Харун приглашал опытных специалистов, которые возделывают эту культуру уже десятки лет. Чтобы растение лучше подпитывалось, использовал живые бактерии. Обрабатывают ими перед посевом в темном помещении, так как полезные свойства теряются под воздействием прямых солнечных лучей. Их привезли из Питера. Они в мешках, килограммовых мешках находятся, в торфяниках. Их после этого обрабатывают. Вообще перед посевом их солнечные лучи не должны попадать на бобовую культуру. Чтобы они не умирали, бактерии. Они живые, поэтому называются. Эти клубневые бактерии называются, вот они. Азотные удобрения не только повышают урожайность, но и обеспечивают интенсивное развитие клубеньков. Приступить к уборке урожая работники КФХ намерены уже с 1 сентября. Всего рассчитывают получить до 5 тонн соевой культуры. В планах реализовать продукцию за пределами региона. Заказы уже есть. Диана Дударова, Адам Далаков. Новости 24.